пара так само. І тоді обов'язково з'явиться і батько. Наприклад, ще от, я вельми прошу, так, у гэтага пары є свої правила, так, коли ви ходите, так, ми ніхто не хочемо зустрічатися з її батьками. Ось, коли ласочка, просто, коли ви ходите палить, отходите трошки далі, там є така шиковна арочка, де можна ще цілуватися. Ось, а я ще так, і з бокалами, коли ласками ніхто не виходить. Ось, гэта маленькая просьба, а то есть ты можешь протягивать свою любимую справу. Дальше. Кто спеває? Так, про гурт сам я вам щось не розкажу, бо не ведаю гэтай гісторыі, я ведаю, што гэта гурт. Ён з Магілёва, называўся ён калісьці Глюкі, можа хтосьці ведае. Вот. Спяваю, як спяваю, сам падбіраў бы такія ударами. Сонце жить неспокойно, напиваюся от болю. Отчиняю сердце крочу. Ой, несут меня мои слепые очи. В голове блукают думки. Постоят бывали суки. Вот все хреново, вот все так дрянно. И жизнь мне уже неприятна. Бывай, бывай, мой родный край. Я буду тут лежать, у брода живей, земля моих батьков. Ты песни мне спевай, давай мне нехай, никто не знает, бывай. Везет меня, кистай травы, и носить по мне не кистая. Утка я запомню хлебу, гениальным упнаением все. Питаюся с усими, хай со мной хуйня загине. Хай меня никто не знает, хай по мне никто не блажает. Хтось заспівати, не проситься ще що-нибудь. Ну, добре.
і далеко не відходь. Нарешті, ви ведаєте, що у нас сьогодні є ще одно свято. Сьогодні у нашій хаті свято. Коли ласка в нашу Хату. эй, радость гулять, да гулять, сегодня гулять, а ну что разлят, с нами гулять, то больше, хоть до ночи, что погулять ночи. Ну, а якось свято? Соня, ну, я розумію, Я наші це говорять там? узрост Христа, все таке, да? Ну так. Антося, ти був коли-небудь студентом? Я, приходилося, так сказати. Сьогодні день студента. А то студент, тут нема студентів. А тут є студенти? Є студенти. Наш оператор так. Это студент, игрушку новую нашел, не думал, не гадал, а девушку свою я узнал, это студент, меня никак не догнал. Студент гуляет, а девушку мою не трожь. Ну, это студент научил. Все було так весело, навіть не було і сумно. Нагадую, що шмат студентів виходили на вулиці у жнивні 2020 года. Шмат студентів були вимушені з'їхати за межу. Раз в лето шмат студентів сидять. Тому треба єднатися, бути разом. Приводь своїх сябров студентам і не студентів сюди. Ось будемо знайомитися, будемо допомагати один одному. А зараз я попрошу сюди вийти наше відкриття нашого першого радіо сейшна у Бірстейшні. Так, зараз для вас виступить Степан Данейка. Вау. Хтось йому підіграє. Я підіграю, до речі. Так, у нас тим разом щось отрималося, де по барабані ще тут усе буде. І бубни, і... Я не веду, що тримається, але повинно триматися нечто вельми цікаве. Так. Я не веду. Ой, Степан, скажи, будь ласка, а ти був студентом? Це може ти зараз студент? Я все еще студент, да. Я учусь в киношколе. Ну, я не знаю, мне можно рассказать типа немного про свою учебу или к чему был этот вопрос, но я думаю, что это не особо важно, да, все-таки сегодня вечер про музыку, а не про кого-то из нас. Вечер про всех нас вместе. Я подготовил несколько каких-то материалов сегодня. У меня их не так много подходящих для этой публики, я бы сказал, сегодня, для такого типа более акустического вечера. У меня еще как бы и группа, поэтому у меня нету много сотен здесь, где бы у меня было много чего показать. Но я бы хотел немножко в такой вот белорусской обстановке, когда все мы рядом, вспомнить немного про дом. Hello, friend, I'm on the phone. Расскажи, как поживает наш собор, твой город. Я был там уже давно. Может, если 50 лет пройдет, прежде чем я вернусь домой. Эта весточка обратно до квартала, до места отдыхала, где я больше не бываю. Но это место, где осталось сердце и голосом. Родной район, нас не затопчешь берцем. Когда вокруг погода, как и дома. И только листопад сильнее, на себе газоны, чище воздух. По крайней мере, дышится свободнее. И тоже наши с вами преисподние. Hello, friend, I'm on the phone. Расскажи, как поживает наш тобой родной город. Я был там уже давно, может, несколько десяток лет пройдет, прежде чем я вернусь домой. Hello, friend, I'm on the phone. Расскажи, как поживает наш тобой родной город. Я был там уже давно, и может, несколько десяток лет пройдет, прежде чем я вернусь домой. Не забывай свой город, что есть вещи на порядок выше. Но как же так, дружище, я ж не зарекался. Но путь обратно не проложен, нам только начал год по чужим полям. По лужам, по лугам, по сушам и морям, по чуждым и неизвестным округам. Вот просто ущипнуть себя, очнуться дома, посмотреть по сторонам, узнать свои просторы. Hello,
Окей. Ну, хорошо. Все, аккорды тоже посмотрим. Моя страна не твой сортир. Посветил, слышь, тут карантин. Больным ты, условно здесь клавитин. Неохота быть один, в новом патроне. Отпустил, моя страна не твой сортир. Стало что-то с перебор, странный лист. Братик, ты убит, дефицит, желтый трек латин. Вы не похожи на людей, огненные орки поселились тут скорей. А я кому быстрее, я уйду гулять за 100 милей, родная. И не вернусь к тебе никогда, я знаю. Я так понимаю, что тебе плевать на стаю. Но и ладно, убегаю дальше, строй свои планы. Вот сидел, слышишь, карантин. Больным быть, условно здесь клавитин. Неохота быть один, в новом патроне. Отпустил, моя страна не твой сортир. Вот сидел, слышишь, карантин. Больным быть, условно здесь клавитин. Неохота быть один, в новом патроне. Отпустил, моя страна не твой сортир. Моя страна не твой сортир. Моя страна не твой сортир. Я как тебя услышал, у меня сразу масштаб появляется. Помнишь? Мы, короче, когда нас ловили, убегали, а его спрягали. Мы когда отклоняли тихо, после этого первый раз Я бы передал бы еще какой-нибудь микрофон, пока, чтобы, если что. О, дякую, дякую. Такий експромт у нас отримався сьогодні. Шиковний просто экспромт. Я такой... Скажу, Гайнека! Гайнека. Гайнека. Блин, ну у меня сегодня просто возьмет такой память. Ну, так сам уже переживал просто. Да.
А зараз По рэпу рассидел, по рэпу одну песенку я справил. песенку, так? Нет, это ты песенку пасля сыграешь, а я зараз попрошу выступить. Ну добре. Я ще одного чоловіка, який долучився до нас, до речі, минулим разом. Після того, як ми тут посиділи, презентували цей проект, нагадаю, Хатня Сейшн у Бір Стейшн. Коли ми все это придумали, поспівали, порозмовляли, за нас стали підходити з музики і питатися, а можна з вами поіграти? Я скажу одразу, потрібно обов'язково, коли у вас є знайомі музики, коли ви самі музика, залучайтеся, коли ласка, до нас, ми будемо знайомитися. Я думаю, що раз 20 з яких там не еду, таких зустріч, коли ми всі будемо тут, може ми зберемося на некий уже великий концерт. Ці у Бірстейшні, які знаходяться на Празі, ці може ми поїдемо інші Бірстейшн, до речі, є два Бірстейшн, є Бірстейшн на Львовській. Раз 20 выпусков мы поедем в Уберстейшн на Свиссе же там будет стоять. Так. Про 20 выпусков мы поедем в Уберстейшн на Свиссе, так, ну, сподіваюся, що сітка вже розкрутиться до таких великих масштабів. А так, наразі, коли все тримається, може ми ще зразимо який-небудь фест, ми зберемо усіх музиків, які тут будуть виступати, і всім буде суперські порозмовляємо про проекти, які ми підтримали. Так ось, зараз для вас заспіває нова музика. Я его просто не познаю, я просто сегодня в образе. Сегодня ты Тимми Панк. Это Тимми Панк. Тимми Панк, распоряди по себе кто ты такие? Нет. И он не может. И он может только спевать. Зараз ты, бабуль, Тимми Панк и я вот творчество. Я вот такой же писал. Приходи к нам ласковей, если любишь быть людей, из-за волосы девчонок в автозак таскать. Супер модное шматье, и дубинка, ё-моё, и лицо под балаклавой не узнает даже мать. PR-73, на него так посмотри, можно бить, а можно ставить за. Друг мой, холодчик, поднимай скорее щит, убивай колечь, ты все равно не виноват. Убивай колечь, ты все равно не виноват. Мой ПР всегда со мной, и с ПР я герой, я готов давить разум, хоть весь день поверь. Все прекрасно, только вот не взлюбил меня народ, и целую неделю никто так свет под дверь. Некто паразит, номер мой мобильный слив, номер дома и квартиры в интернете есть. Все в копейки, только мне ты попади, я тебе соплет устрою натурально шесть. Снова говно у двери, и ПР-73 не помог мне что-то нихуя. Что поделать тут? Брошу мне друзья плюю и обходит стороной вся моя родня. И обходит стороной вся моя родня. Привет, меня зовут Тёма. Тимми Панк. Ну да, или так. Сабри, допоможите, коли ласка, былому Амаполцу собрать Денег на мозги. гроші на театр тут. Ось я нагадую, що ми можемо допомагати донатами сьогодні театру тут. І Вчерашний модовец, завтрашний актер. Жизнь интересная штука.
В общем, мне особо, честно говоря, про себя говорить не хочется. Сказал бы только, что, пою про то, что вижу. И в песнях много мата, как вы уже заметили. Может быть, не сильно много, но так, дохуя, короче. То есть, я к тому, что я надеюсь, что вы не падаете в обморок от слова жопа и все такое. В общем, следующая песня про недавнее событие относительно. Говорят, сгорела машина у какого-то чувака, который там заведовал какими-то экспертизами и сажал честных людей в тюрьму. И у него сгорела машина. Скорее всего, просто совпадение. Может быть, просто молния ударила в нее. Я не знаю, скорее всего, совпадение. Естественно, вот. В общем, песня про машину. Называется «Председатель экспертиз». Председатель экспертиз. Я своем, ты больше не отправишься в круиз. Не поедешь ты домой с любовницей отдачу. Соболезную родной, но не может быть иначе. Валит покрышки и фары больше не горят. Все просто шалунишка, просто шалунишка. Нет, нельзя бежать нельзя. Вы что запороли с вашими бубнами? Следующая песня. Пожалуйста, без бубнов, если можно. Это неспроста все, это чтобы, просто понимаете, 5G, все дела там, рептилоиды, сами понимаете. Песня называется «Пока сюжет идет». Она про персонажа, которого вы все очень хорошо знаете. Хотел в пеленок, Гриша озаренок, модным журналистом, чтобы хвастаться братья. И мечту лелея, из пакета клея, да вдруг пошел он вот из СТМ. И пусть порою жарко Грише в шапке из фольги, он все равно сюжет напишет, хоть не спят враги. Глубинные правительства и польский кукловод. А вот все разбегаются, как крысы, когда сюжет идет. Все разбегаются, как крысы, когда сюжет идет. В 6 утра будильник, снова холодильник. Движение привычным он откроет не спеша. Чудесная находка, боярышника сотку ловет, чтоб развернулась душа. Пусть порою жарко Грише в шапке из фольги, он все равно сюжет напишет, хоть не спят враги. Глубинные правительства, варшавский кукловод. А вот все разбегаются, как крысы, когда сюжет идет. Все разбегаются, как крысы. Раз, два, три, четыре, когда сюжет идет.
проникся личностью этого человека, что написал про него аж, блядь, целых 2 песни. Вы помните, недавно на Григория было совершено покушение. Это серьезная, между прочим, вещь. Человек чуть не лишился жизни. На него покусилась полторашка Реческого. И об этом песня. Тише, тише, не разбудите Гришу, он после покушения на жизнь. Какие-то террористы ему шмурдяк нечистый продали, чтобы со свету жить. Какие-то террористы ему шмурдяк нечистый продали, чтобы со свету жить. Где же был Шмаковский, чего ж не уследил эксперт, когда Григорий Речицу красночинную пил? Ну что ж вы, люди добрые, чуть парня не сгубили, ведь разве бы, кого медалью наградили? Ну что ж вы, люди добрые, чуть парня не сгубили, ведь разве бы, кого медалью наградили? Кто зальется в капельницу, Гришенька спасен. Не потревожен террорист его целебный сон. Ведь Гриша парень твердый, у Рэмбо алкофронта. Молюсь я, чтоб он снова был медалью награжден. Ведь Гриша парень твердый, у Рэмбо алкофронта. Молюсь я, чтоб он снова был медалью награжден. Помните вот эти вот охерительные митинги правительственные, когда, власть, увидела, что там собирается много людей, прям до хера на самом деле, то есть прям там 200 тысяч в Минске, там 300. Прям много, да? И они, думали, наверное, у них где-то месяц ушел, и такие, блядь, надо нам тоже, замутить какой-то митинг. И они там со всех каких-то там автобусами свозили, что-то людей там, чтобы показать видимость, там эти плакаты напечатанные им раздавали. В общем, и в один из этих выходных по государственным каналам сказали, что собралось 250 тысяч человек, чтобы поддержать легитимного Александра, так его и так, туда, и еще разок потом. В общем, песня называется «250 тысяч друзей». Друзья бывают разные, верные и очень. Друг может быть единственный или 11, как у лошади, или целая семья друзей. Грусть Александр, грусть Ирина, но из всей Европы один человек, у него другая картина. 250 тысяч друзей, пусть воображаемых, но зато таких верных со всех городов и со всех деревень. Каждый хочет ехать самым первым. Если бы мне считали так зарплату, как этому парню считают друзей, я бы давно купил себе хату на Макотове или на Жалевоже, или, может быть, даже в Дроздах. И Хеннесси пил every day. И Хеннесси пил каждый день. Что, еще одну? Да? Или что? Или что? Или что? Или как? Ну, еще одну, да? Окей.
Короче, одного моего очень близкого родственника, когда там прошлой осенью задерживали, там паковали, судили, ему в протоколе написали 4 буквы в инициалах. То есть они настолько нам отъебись, вообще они даже не... У них не совпало количество букв в инициалах, типа имя, отчество, там, да? Они такие, ну, имя, отчество и еще какие-то 2 буквы. У них было такое, что там свидетель М. Удаков. То есть они откровенно угорали там, типа, Удаков. Вот, всем отделом ржали, наверное. В общем, песня как раз про судебную систему в Республике Беларусь и про, может быть, не так быстрое, как нам бы этого хотелось, но тем не менее неизбежное возмездие. Песня называется «Свидетель унитазов». Следователь Бургин, прокурор Залупкин подготовят дело и будет все пучком. Свидетель унитазов все подтвердит умело, и судья КамАЗов сверху ебнет молотком. И похуй в магазине был или на пикете, поедешь ты в корзине, не травен казенный дом. Не важно, что простужен, поешь говна на ужин, и еще за это ты заплатишь и потом. Камере отлично, сидим народ приличный, художники, спортсмены, бизнесмены и врачи. Эй, ты судья КамАЗа, хоть всех закроешь сразу, кто ж вас ебланов будет развлекать, кормить, лечить. И вот судья КамАЗа, свидетель унитаза, сидят соседи в камерах, приводят от тоски. Лишь как теперь забили, а чё ж, блядь, вы хотели? Придумать надо, прежде чем людей рвать на куски. И следователь Бургин, и прокурор Залупкин сидят соседи в камерах, приводят от тоски. Лишь как теперь забили, а чё ж, блядь, вы хотели? Придумать надо, прежде чем людей рвать на куски. Немножко разбавлю вот этот вот околополитический сюжет. Что? Уже конец, блядь, все? Ну, Маша, блядь, давай. Сейчас мы тебя по кругу пустим. Это нормально, это ну. В принципе, Потом ты по кругу пойдешь. обычный вторник, собственно, ничего такого. Давай я ще одну песенку и дадим выступить Саше. Ты сутки проебал. Ну, давай. В общем, Готовь не ругайся матом. я постараюсь. Кто-то ругается постоянно матом. Это кто-то куклу Вуду мою держит и заставляет его. Короче, есть в зале вегетарианцы или веганы? Есть парочка. Короче, нет, ты что, алло, камон. Это фантазия, что бы было, если бы все вирусы и всякая бяка происходила не из мяса, которое мы кушаем, а из овощей. Песня называется «Овощная чума». Злобный вирус-убийца ни минуты не спит. Смотрит из помидорной теплицы хуже, чем кровоток и страшнее, чем спит. Веган ты, я надеюсь, доволен. Ты уничтожил нас всех, паразит. Нас заберет пневмония, свекольная и огуречный гепатит. Liberation, злую шутку сыграл. Total Annihilation, всех человеков упрятал в астрал. Веган, смотри, что ты падла наделал. Вокруг никого, лишь пустые дома. На карте мира одни пятна белые, всех унесла овощная чума. Больше нет
принципе, не дохли все люди. Но над травою и мхами зарос. Но радует все же, братцы, не скрою, кое-что в этой кромешной тьме, что вместе со всеми накрылся пиздою. И телеканал ТРТ. Спасибо. Самых это был Тимми Панк! Это наша активна так само минулого хатнього стейшна у Бірстейшні. Так, а зараз для вас заспіває наша любима Саша Васильевська. Саша трохи построїться, а я вам скажу, що у нас сьогодні буде сюрприз. Як у минулому разі, до речі, у Google все так отрималося, так, імпровізація ніяка отрималася. Ми збиралися у Google, тут просто хотілося послабати на гітарках, так, трохи співати пісні. А минулим разом прийшов до нас містер Бартосик, і вирішив співати так само свої пісні. До речі, у його був день народження, віншуємо його ще раз. Ми зрозуміли, що це проєкт, і він буде жити своїм життям. Кожен раз буде нечто новеньке, і я думаю, що кожен раз ми будемо вас нечим здивляти. І які гості до нас будуть приходити. А покуль Саша подстраивается. Саша. Алло. Саша. А ты, вы же памятаете, так, что сегодня день студента. Саша, скажи, Криласка, а ты же была студентом, да? Где ты училась? Да, я училась в Академии пространства. О, нифига себе, на белорусском море разговариваю. Браво. Ты понимаешь, представляете, это впервые неожиданно, я вдруг нечаянно, неосознанно это делаю. Саша, я виду, що ти зараз так само студентка, ти пишеш наукову працю. Пишеш наукову працю по білоруському кіно. Мы все видим, что на минулых выходных проходим в Варшаве вельми великий белорусский фестиваль фильмов «Бульба Муви». И я виду, что Саша была наполнена у всех фильмов, как я делаю. Саша, можешь поделиться вражениями, як тобі? Больше всего мне понравился фильм Федора Богомолова «Самый живой». Ну, вообще, я не назову наше белорусское кино шедеврами, но это там документальное кино у нас правда есть, это радует, у него есть очень хорошие тенденции. Кроме того, оно несет свою определенную функцию, историческую и документальную. Это очень круто. Но тяжело эти фильмы смотреть, очень тяжело про них писать, мне придется их очень много смотреть. Вот. Но надо заканаться. Але все отримається, і після у тебе буде така шапка. Шапка? И у тебя тоже. Вот так, но там уж плюс один вот там. Так, Саша Васильевская, спевай нам Криласка. Умирать и пробовать разные напитки, чтобы невозможно было различать орехи в тротуарной плитке, чтобы прыгали мне в лицо перцовым баллончиком и пользоваться по 10 раз на трамвай одним и тем же талончиком. Теперь хорошо вывяжу туфельки, макияж, красная губная
хотелось быть лихим поэтом, возможно, даже дураком. И чтобы от меня пронзительно разило вечностью, вечностью, вечностью. Jeszcze? Jeszcze. Что это такое? У меня мандраж вдруг. А слышно гитарку? Вам? Король снимает корону, палач обнажает топор. Без головного убора он просто преступник и вор. Придворные горы плачут, ритмично стучат часы. Мне нужна удача, судье, мне нужны весы. Безумные песни кричит твое молодое. Вдвоем интересней врезаться в космос бездомного цвета. Безумным оконом скулит под ногами твоя свежая рана. Свою голубую морду спрячем миной под одеялом. Любому горящему сердцу находится свой гной. Приоткрывающий дверцу, сознаю, что ты одинок. Ведь каждый лихой отступник есть благородный король. Сердце его преступно пронзает тупая боль. Безумная песня кричит твое молодое. Вдвоем интересно врезаться в космос бездомного цвета. Безумным аккордом скулит под ногами твоя свежая рана. Свою грубую моду спрячем миной под одеялом. Безумная песня кричит твое молодое лето. Вдвоем интереснее врезаться в полный зеленый
Ми виступ трошки пізніше. А зараз я рада вам усім повідомити, що прийшов наш спеціальний гость. Гость сьогоднішнього хатнього стейшна у Берстейшні Сержук Довбишев. Сержук тільки приїхав. Ну так, як звичайно у нас відбувається, як минулим разом прийшов в Бардосик, домовився про те, що він хоче пограти на свій день народження, так і так само зіграв для нас усіх. Зараз Сержук. У нас буде вельми великий сюрприз. Привітання всім. Я розповіду трохи по более Порошенко, которые организаційні номер совершили. Я вам розповіду трохи про Сержука. Я думаю, що шмат хто Сержука відає. Сержук – музика, співак. Будете всіх співати. Белорусские песни. Сержук – культурный діяч, я думаю, в Беларуси. Его вельми шмат проектов. Я думаю, что про все эти проекты можно почитать. Вы можете просто ваши запиши сейчас у социальных сетях, где Сержук попадает, и вы докладывали бывали на это мероприятие. Я хотела нагадать то, что мы все тут собрались, и проект Катни Station и Backstation, так, это про консолидацию. Сержук, скажи, Криласушка, вот консолидация, что она для тебя? Ну, для мяне пачалася кансалідацыя з пэўнай сходы в Беларусі, хто чуў такую ініцыятыву. В 15-м годзе мы пачалі збірацца разам і спяваць. Розныя людзі прыходзілі, але калі они пачыналі спяваць, то адразу такое яднанне адбывалася, нейкі цуд сапраўды адбываўся. Таму я всіх заклікаю сапраўды падтрымаць ініцыятывы, які фарміруюць, які складаюцца зараз у Варшаве. Дзякую, Маша, што запрасілі мяне. І агулам, калі хочацца пасварыцца, не трэба сварыцца, просто спявайце разам. Это круто. А вот для тех, кто не ведает, так, вот спевный сход, это что? Спевны сход — ініцыятыва, каб людзей павучыць спяваць беларускія песні, розныя, не толькі народныя. Былі спевны сходы, народны альбом, манюшку спявалі, розныя. Ну і, канешне, адчуць гэта яднанне супольны спеў, калі мы спяваем разам, сапраўды. То есть ужо ніхто не думае там про нейкія праблемы і так далее. Ну так, я нагадаю, что сегодня мы так само и каждый раз у Берстейшне мы збираемся на хатні сейшн, так, каб послухать музыку, каб поспевать разом. И так само поднимать донатами добрые белорусские проекты. И коли уж в минулый раз мы подкрывали донатами проект Нового з Варшавы, то в этом разом для тех, кто до нас долучился трошки позднее, поход у нас войны, але мы будем вельми удячны за донаты, мы подкрывливаем театр тут. У нас нема QR-кода, у нас есть ядро, и оно стоит тут, не просто можете подходить так и никого не пытаться, и дякувати людям за донат, за виступи, так, і ми допомагаємо крутим проектам білоруським. Скажи ще, Сержук, коли ласка, я веду, що є у тебе некий оркестр. Ось консолідація, оркестр, що це за оркестр, хто це люди? Варшавський вольний оркестр, який складається з різних білорусів, музиків, які мігрували раніше, або після репресій. І, можливо, ви чули, у нас був перший сольний концерт. Кто не потрапил, потому что там ждачи было шмат, не все потрапили. Можно будет потрапить, мы рихтуем колядный концерт. Так что будет только информация. Это я ще раз оркестр? Варшавский вольный оркестр. Варшавский вольный Все вельми просто. Можно в интернете найти Voice of Freedom Orchestra. И будет концерт под коляду, так? Так. Еще будет сюрприз, потому что мы сделали никаких творов с Яроном Вольским, так что будет сюрприз.
Не скажу еще, я то не здесь. Супер, наколькі я змогла зрозуміти, коли ми познайомилися з музиками з гэтага оркестру, гэта музыкі, якія у розныя часы яны прыязджалі з Беларусі сюды. Гэта не толькі тыя музыкі, якія прыехалі у 2020-2021 годах, так? Ну, самое главное, что оркестр складается только из белорусов. Все инструменты, там, от скрипки до виолончели, до трубы, валторн, это чисто белорусы, насколько фильтрация. Я думаю, это уникальная з'ява в том плане, что мне, подається, такого не было еще, чтобы больше старался белорусский оркестр. І там усе музыкі, яны ж граюць на розных інструментах. І кожны музыка, ён сам по сабе, ён уже за ўсё можа пісаць сваю музыку, ці свае песні. Ці, я не ведаю, я бачила, дзяўчаты у вас играюць на виолончели. Так, есть огулом, что каждый из музыков мае еще некие свои проекты. Я сподіваюся, в ближайшем часе они до вас завітають. Наприклад, наша виолончелістка Даша, вона грає у дуеті, на свої дует, вони різну музику виконують. Супер. А ми підтримаємо вольний білоруський хор у Варшаві. Хор? Ой, оркестр. Так, Сержук Довбушев принес нам сегодня... Я принес дудку и еще один вельми уникальный инструмент. Кто ведает, как называется уникальный инструмент? Ведає бармен гэтага шиковного бара. Добре, потом розповім. Ну, поки зараз поспробую. Максима отримається запустити таку міні-фонограму. Подманул. Еще одну взял. Давайте кричать.
Раз. Гучно. Я даже лишний на площу. Так гучно. Гей! Гей! Только раз. Зараз. Додому сваты, додому, ели коньяки солому, а калятину накину, калявусицы крапиву. Выкну баралик на бару, собирайтесь грибочки на войну. Поедем окена чака воевать, которые легче я с собой брать. Дальше вы подписывайтесь на канал. Я еще керовник такого проекту, уже не проект, это уже организация целая под назвой «Это традиция». Але в интернете можно знайти, или написать латинкой «Традиция» по-белорусски. И, например, наш YouTube канал, где выходят разные цікавые проекты. Например, там можно знайти онлайн разные цікавые штуки, например, как календовать. Там записана специальная видеоинструкция. Про разные спевные караоке там можно завести. А прошлый проект, який вийшов, это традиційний строй. Там можна побачити, як виглядали ось наші костюми в сучасному вже оздобленні зараз, тому що у нас молоді моделі удільничають, як, наприклад, виглядали згорнішні, як опинаються. Тоді ми приходимо з сучасною музикою, можете поглядіти, знайти. Пасує добре, що ви зараз ми її виконуємо з гуртом Бурей. От є у нас на альбомі вона. Щось у лісі гукає. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейко співає, соловейко співає. Соловейко співає, соловейко співає, Василько не шукає, Василько не шукає. Ой, не шукає Василько, ой, не шукає Василько, твоє коні в городі, твоє коні в городі. Я думаю, мало кто сказал по поводу віру, там у давайте один куплетик. Щось, или это приходное слово, щось у лесі гукає, щось у лесі гукає, соловейка співає, соловейка співає. Щось у лесі гукає, щось у лесі гукає, соловейка співає, соловейка співає.
Соловейка співає, Василь коні шукає. Соловейко співає, соловейко співає, Василь коні шукає, Василь коні шукає. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейко співає, соловейко співає. Ну саме, ось як чується, як біжать ось. Нам дуже хочеться випити ще віна, віна. Щось у лісі гукає, щось у І самі хлопай, ми крутые! соловейко співає, соловейко співає. Я ще раз. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейко співає, соловейко співає. Саме гучно. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейко співає, соловейко співає. Я ще перший раз. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейко співає, соловейко співає. Соловейко співає, соловейко співає, Василь коні шукає, Василь коні шукає. І перший знову. Щось у лісі гукає, щось у лісі. Дякую щиро. Он улетел. Что с Варшаве гукає, що с Варшаве гукає, ми донати шукаємо, это тут збираємо. Я бы попросила, кого? Антон, давайте. А можно еще раз? Так, а кто спершу попросил? Я не просив, ну добре, я знаю. А ти просто просив, я ще одну перед тим, як ти попросила. Тому зараз заспіваємо тут, а після буде виступати Я хотел своих заспевать трошечки. Андрій Баске, а після буде виступати Саша Васильовська. Синя пляшина. Ну, а ні, так я ще наш... У нас шмат. У нас є шмат, і ще, сябри, у нас ще буде відкритий мікрофон, до речі. У нас тут є музики, я вже тут з ними зустрівся, я так само хочу. Буде трошечки репу. Вот, я подыграю. У меня, я как тримался, у меня есть такие мой скилл подыгрывать рэп. Добре, одна пісенька від себе, після від Саші. Добре. Добре. Хорошо. Хорошо. Ты не можешь, да? Сыграю что-нибудь про себе. Песню написал у далеким 2005 году. До речі, я всі пісні писав у 5-4-5 годі. Такі, давай, говорит, про себе. Ось, пропиши. Ну, треба щось про себе написати. Питаються, скажи что-нибудь про себе. Я думаю, ну добре, зараз я Євгенію. Не ругайся матом. Песня называется «Псих». Маленького взросту не говорили, что я ненормальный. Эти издивленные от свету пригодов, эти шаленые, ты некий неладный. Все мне казали, а я не справлялся. Пальцем крутили за головы. Психом я был, психом застался, а мне все попутно, на то я такие. Псих, возьми, псих, на меня небо гляди. Псих, я один в этом свете. Псих, на этой планете. Псих. Все то, что я крапиве роблю, стараюсь робить я на завтра свою. С годами плавладки становятся ложь.
Психованным я становлюсь все позднее. Осенки, на меня небо гляди. Я один в этом свете. На этой планете я врачи родятся и небо маши. Будешь нормальным, я мы говорили. Я великий забили, я не назавжди. Сиком я был, а срабился. Ты пилом врачам машина. Со мной сходиться, санитарскую все больше мне. Выехали нахуй, даже я лечился. И дали мне на руки справку 7 Мерси. Осенки. На меня не погляди, я один в этом свете, на этой планете я Саша Василенська, до речі. Антон, дайте играть Саше. Я подскажу чуть-чуть? А можно это коротеньких Маша? Песня моя, но она от мужского лица. Пропади все пропадам, да горит огнем все на свете пропил я. Этим ясным днем от твоих глаза блестят. Говорят мне, да ты такая хрупкая, в этом вся беда. Где те безумные ночи, где тот огонь в глазах, что ты несешь среди прочих, пьяный прохожий сказал. Где те безумные ночи, где тот огонь в глазах, что ты несешь среди прочих, пьяный прохожий сказал. Все мои товарищи затирают нос, и казалось, будто бы больно мне до слез до тебя дотронуться. Можно без труда, но ты такая хрупкая, в этом вся беда. Где те безумные ночи, где тот огонь в глазах, что ты несешь среди прочих, пьяный прохожий сказал. Где те безумные ночи, где тот огонь в глазах, что ты несешь среди прочих, пьяный прохожий сказал. Что ты несешь между прочим, что ты несешь между прочим, что ты несешь, что ты. Слышно?
сейчас en Campaneros, я попробую спеть. На просыпающийся город я смотрю, и сладкий запах передает мою мозгу. Здесь все по-прежнему, как много лет назад, и даже наворачивается слеза. Во сколько много слез вначале я пробил, во сколько много из расколов чудил. Любимый город я все время воспевал, и вместе с ним я воспевал лица любимого овал. Мне важно радость и грусть, помню этот запах наизусть, запах просыпающегося глаза. Пускай снега, туманы, ветры, дожди, пускай цунами, ураганы, буран, земли трясения, свечи, опыт и снега. Приди любимого лица ко мне овал, что лишь однажды не встречаю поцеловал, и я смогу тебя опять поцеловать, и этот сладкий запах нас с тобой, откуда я тогда должна радость и грусть. Помню этот запах наизусть, запах просыпающегося. Саша Василевская. А зараз ми протягуємо наш вечір. Зараз усе буде в більш вольному форматі. Це був поцілуночок. Зараз ми протягуємо наш вечір. І зараз буде знову виступати степ. У нас буде знову імпровізація, реп. Степу буде допомагати наш пан. Я не чую, як привітається наших музиків. Это будет песня про ментов. Скажите, пожалуйста, кто тут ненавидит ментов, скажите йоу! Йоу! Спасибо. Такая веселенькая будет. Идем со мной, мы будем сжечь полицейские машины, громить участок, подрезать шины. Мы пустим всех, кто сидит несправедливо. Мы поднимем бомбу, устроим всех красиво. Идем со мной, мы будем сжечь полицейские машины, громить участок, подрезать шины. Мы пустим всех, кто сидит несправедливо. Мы устроим всех красиво. Я ненавижу этот вес, но я знаю, что честный человек не надеет ни на что. Но тут такое место, что куда ни поверни, за тобой все равно повернут патрули. Ты я девять, тебя ногами, составляет протоколы, дарение крайнями. Ориентировались в парке, на бабку только деньги. Ты пошел, каждый день за преступление. А я такой парень, просто честный ман. Ненавижу постороннюю на свободу посягать. Да, как ты знаешь, ведь свободу от себя. Он должен выполнять приказы. Если ты не знаешь базы, ты тут опасный, то ты не с этим, как группу не выбрал даже.
девчины, выпустим всех, кто сидит несправедливо. Мы поднимем голову, устроимся красиво. Хотя с собой будем ждать полицейские машины. Ходить участки, подрезать девчины. Выпустим всех, кто сидит несправедливо. Мы поднимем голову, устроимся красиво. Красиво. Устроимся красиво. Окей. Попробуем. Я больше с этого стула не стану, просто отваливаюсь. Окей, спокойно. Так, ну давайте подумаем, про что еще. Есть еще одна песенка, называется «Дым». Я думаю, все и так поймут, про что она будет. Меня тут окружил кольца, взрыв. Целый дым горел, я пару лет тут курил. И как приятно снова быть в окружении своих крыл. Знакомых, родных, по полным полям пополам. Зарядом по своей играм, вылетаем на простор космоса. Мы звездный клан, шалом и гуд, всем своим братанам. Все, кто рядом, передам, все, кто далеко, салам. Каждый бывает, каждый лапе подятый. Каждый, кто свой рядом, перед движением по спартану. И лучше знать, кто на улице, кто правильный пол. А то обычный малый ничего не представляет. На районе обороты выше всех на передаче. А сирены забывают, по ночам волки со стажем. Услышишь полночь, за углом открыл злой кассин. Ты как туман в тени, а мы за ним колдуем саунд. Идем тут реальный щит, не проходите мимо. Ловкость рук, подача и чувство стиля. Повороты никуда приводят злоключения. Боже, все улицы дороже, нет чуть золота и дом. А что же делать? Ведь я забрался далеко. И если память заправляет на родной свой двор, да я присяду рядом, закрыв глаза, лишь вспоминаю, что недолго-то осталось. И скоро вновь фая, дым, меня тут окружил. Кольца, свет, целый день горит, пару лет ты курила. Приятно снова быть в окружении своих крыл. Знакомых и родных, мы пополам, пополам. Зарядом упали экран, вылетаем на простор космоса. Мы звездный клан, шагом и вернутай. Всем своим братанам, всем, кто рядом, передам. Всем, кто далеко, салам. Всем, кто далеко, салам. Шамтат всем моим братам. Спасибо большое. Дякую. Дякую, Стеф. А зараз працягваем наш шыкоўны фармат. Калі прыходзіць новыя музыкі і калі у нас ёсць зноў адкрыццё камера сэшна нумар 2. Назовем гэта так. Для вас зараз сыграе Андрей Цяпін. Мы збирались в угле спочатку просто поиграть на гитарку, так поспевать песни неведомые, неведомые и так далее. Але у нас з'явився Стеф, у нас з'явився рэп, у нас з'явився сегодня Андрей. Андрей так само будет читать рэп, а я потрошки порозмовляем. Андрей, кто ты такие угодно, что вот сюда пришел? Меня зовут Андрей. Я знал, что сегодня большое количество белорусов будет собираться в уютном кругу. Настолько уютном, что даже от всей своей
ответственности, неответственно подошел к этому мероприятию в связи с тем, что Бирстейшн, к огромному моему радостью, растет и потихоньку захватывает Варшаву, совершил непростительную ошибку и пропустил начало всего мероприятия, но очень быстро мы сделали правильные выводы, вызвали такси и оказались здесь сегодня среди вас. Спасибо большое, что вы есть такие собранные, организованные. Спасибо! Что як я і вам нагадувала, так у Варшаві є два Бирстейшна. Один на Хемсна, я навчилася вже, напевно, вимовляти цю вулицю, а другий на Львовській. І ось сьогодні Андрій вельми страшався сюди, а приїхав на Львовську, ну як у тим кіно. Хотів у Москву, приїхав у Ленинград. Не пам'ятаю, так. Андрій, скажіть, ласка, мы тут про консолидацию сегодня разговариваем. Что такое консолидация для тебя? Я пиво пришел попить, музыку послушать, чтобы вы понимали, что такое консолидация для меня. Консолидация – это концентрация всего самого хорошего, что есть у нас, чем ты с удовольствием делишься. Вот если ты отдаешь лучшее, а люди готовы тебя принять вот таким, какой ты есть на самом деле, вне зависимости, хороший, плохой, и отдать себе тоже лучше, то вот это и консолидация. Тогда мы можем такие, типа, вот в кулачок сжаться вместе, и как жахнуть по чему-нибудь плохому, и мир станет немножечко лучше. Вот, наверное, вот такая консолидация. Шикарный план! Это 11 номер, ребята, если кто-то не обратил внимания, 11 номер на барной стойке. 11 номер, это про консолидацию. Да, это про консолидацию. Коли ви не хапає консолідацію, треба підходити до стойки лепшого бара, нагадую, усього Вісловського узбережжя бара Бирстейшн. По любую причину сторон от Вислы. Нашого любимого бармена Андрея Альшевского. Ось і замовлять 11 номер про консолідацію. Я думаю, що все тут про консолідацію. Сьогодні зараз нагадую про донати, про наше ядро. А зараз будем протягивать эту рыбшину. Я попрошу панк. Самое смешное, что никто не знает, что это будет за рыбчина. Але буде панк і реп. Уявляєте, де ще це може бути? Панк і реп. Ну, есть панк-рок, будет панк-реп. Супер. Все, официальная программа подошла к концу. Нет, шикарно. Да, стараемся. Верни микрофон. Я вам просила. Поможи. Это для гитары. А, супер. Все, я тебе. Раз. Стрелки предательски бегут, берут нас на план, завышенные доты, сливая время за борьбу. По лунду забираешь шлюзы, пошли на времени вперед, переменяем вкусы, почти 30, и совсем маленьких косочков, их меняю красочам, тепленьким очочкам. По-прежнему в моей программе фактически школьник, хотя немало мудрости в кармане, мани на второй план. По состоянию не понимая, будто кто подсказал, спешит волнами, будем быть, чрезмерный. Не остановить на меня, чтобы я бесконечный марафон. Классика, одна любовь, кассета и магнитофон. Позитивный звук против района на районе.
чудо, и распахнутый готовый, не спеши. Возможен туман, Вавилон подождет, все самообман, пока солнце светит на других континентах. Будем с тобой дикий солнца и ветра, и брат, не спеши. Возможен туман, Вавилон подождет, все самообман, пока солнце светит на других континентах. Будем с тобой дикий солнца и ветра. Небо подарит мне парашют, я его приберегу на всякий случай. Защити от суеты мирской, от революции, от худшей. Подари мне противогаз, чтобы запах от беды не чуять, чтобы раствориться в миллиардах глаз. Подари не только чудо, за моим окном по кругу машины летят. Гитара, стой, тест, курят, дымят. Там и те, кто хранит на этот мир, без взгляд, получаем заряд, оригинал, угорят. В темных коробках из камня бросать мы гости. Припиваем позитив, чтобы дальше идти. Работа за масло на хлеб. Но мы не собьемся в пути. Раз, два, ощутимо медленность, наверное, этаж. Спасибо создателям, вперед, марш. Дальше все быстрее. Человек летит позади, вскоре новую музыку первым оценит гораздо массив. Космос в смысле небо низко. Посторонние здесь не только близкие. Космос в смысле небо низко. Посторонние здесь не только близкие. Эй, брат, не спеши. Возможен туман, Вавилон подождет, все самообман, пока солнце светит на других континентах. Будем с тобой жить без солнца и ветра, и брат, не спеши. Возможен туман, Вавилон подождет, все самообман, пока солнце светит на других континентах. Будем с тобой жить без солнца и ветра. Без солнца и ветра. Возможен туман, и брат, не спеши. Возможен туман, Вавилон подождет, все самообман. Запомнили слова? Нифига не запомнили, нет? Ладно, да, другой закон. Есть попроще. Дискотека. О, ништяк, ребят! Сейчас рождается вообще полный... Солнце стать лучшими, не успеть стать лучшими.
Каждый ищет свой лучший мир, не жалея сил, ищет свой эфир. Дыхай, каждый новый день марафонный сомнений, мотается жабры из пекла. Наш путь знамение, гори вместе с ними, но не станет пепла. Тот же миг, тот же ты, тот же, как раньше, пожар восстать, шире шаг. Делай так, словно солдат на параде. Твой враг внутри тебя, он хочет тебя уложить на лопатки. Ты сам создаешь себя, а тут, как известно, взятки гладкие, всем поверил сам. Ты сдохнул с плеча, ведь двинулся дальше. Больше амбиций, больше стремлений, дальше больше нужна, как и раньше. Новый день на чисто бит, единственный верный путь напрямик, единственный шанс, единственный опыт. Жизнь, крик, как все гладко, пулю в третий десятка. Время ресурс, бери его весь, жадно и без остатка. Как? Пулю в третий десятка. Время ресурс, бери его весь, жадно и без остатка. Что здесь? Ответ заставит тебя долго ждать. Новый день, ставки закрыты, стрелки уверенно на побеждать. Воля того в кулаке, его сила снимает, его сердце рвется наружу. Когда я победа, как быстро что? Можно быть равнодушным фанатиком жизни. Фанатик ни слова, ни дела. Так же в игре фанатично, караван строго вперед. Путь, лают тебе истерично. Новый день, на чисто быть, единственный верный путь на крик, единственный шанс, единственный дубль. Жизнь, крик. Все гладко, пулю встретить десятка. Время ресурс, бери его весь, жадно и без остатка. Все гладко, пулю встретить десятка. Время ресурс, бери его весь, жадно и без остатка. Еще раз. Пулю встретить десятка. Время ресурс, бери его весь, жадно и без остатка. Пулю встретить десятка. Время ресурс, бери его весь, жадно и без остатка. Инструментальный ансамбль Sensation. Дякую, Маріні, дякую. Андрій, дякую всьому вокально-інструментальному ансамблю. Антон, не думаю, как Не, давай, заходи отсюда. Не, мы протягиваем без тебя. Прости. Все, я больше не буду. Я пойду. Антось, ти нам завсюди потрібен, ти ж ведаєш, так? Я ще раз подякую нашим музикам, які так супер просто зараз організували все. Я ще хочу подякувати нашій сьогодні Олександр, ось який нам сьогодні просто Александр, як ощущение от всего? Дякую вам, Александр. Я сподіваюся, що на нової зустрічі нашого Аркадія Сешина будуть долучатися нові музики і Олександр, і Андрій. Сподіваюся, що ми домовимося з ним на наступний концерт, може, ці прес-концерт, коли він буде, супер, так? Ось, что хотела я ще сказать? Кольки музыку, кольки вас талановитых людей тут просто вот собралось. Так, я думаю, что зараз мы протягнем наш концерт, и для нас поиграет Эндрю на мосте. И давайте, ведайте, что давайте уже поспеваем трохи песен. Ведаете, что покуль Эндрю будет настраиваться трохи. Так, у нас есть еще час, не хвалюсь, есть час. Вот, я вам скажу, что мне ж пишут, так, мне пишут інші музики,
написав хлопець, який так само хоче з нами виступати. У него есть такие веселые песни. Даже в 5 утра приходи ко мне. Я хотел бы с тобой проломить кровать. И диван, и пол, и даже ковер порвать. Вот. Это будет новое открытие Бенстейшна. А зараз для вас играем Angry Namaste. Раньше которые давно заспевали. Ага. Попробуем. Пока можете купить себе еще пиво. Я нагадаю, що бар працює і справді ще можна набити собі і пиво, і інших напоїв, і, звісно, ми вже не перешкоджаємо, можна подвести, тут є лядовня з шикарным безалкогольным пивом, с безалкогольными напоями разными, ну, не такие. Есть кава, капучино, горбата, так, співалоси наповнені нема. Ось, але давайте запитати. Давай ще. То есть человек хочет нечто продать. Хочет спеть. И она нас вызывает. Я кажу, що ти хто хочеш, може сходити ще до Дніпра і буде щастя театру тут. Театр тут. Проект неповторный проект. Одни стейшн, убир стейшн. Ой, ну попробуем. Я не обещаю, что будет все хорошо. Я не помню, как я родился на свет. Был он белым, бля, или зеленым, это не важно. Я не помню, сколько мне лет. Фотографии нету на паспорт, где мой первый год. Ямайка, я, наверное, родился в Майке. На твоих руках, на моих ногах. Песок, я хожу без носок босиком. Мои волосы ниже стандарта. Мне нужна твоя карта. Мама, я моя, 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 моя Ямайка. Oh, yeah. Мама, я моя, 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 моя Ямайка. Oh, oh, oh. Я не помню моего имени, нет. У меня было много фамилий, и меня не спросили. Я не помню, кто купил мне билет. Я очнулся, никого рядом нет, но я чую, человек был не левый. Это был кто-то из наших, спасибо ему, Ямайка. Я, наверное, родился в Майке. На твоих руках, на моих ногах. Песок, я хожу
без носков. Босиком мои волосы ниже стандарта. Мне нужна твоя карта. Моя, 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 моя Ямайка. Оу-оу. Я моя, 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 моя Ямайка. Оу-оу. Я как открылись глаза, забегали за волны поют, а люди воюют, все зигзагообразно. Я не помню, что еще вам сказать или показать. Я смотрю назад, и он черный, я дома, мама. Ямайка, я, наверное, родился в майке. На моих руках, на моих ногах песок. Я хожу без носок, босиком. Мои волосы ниже стандарта. Мне нужна твоя карта. Мама, моя, 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 моя Ямайка. Oh, yeah. Мама, моя, 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 моя Ямайка. Oh, yeah. Я батька, я родился в халате. А еще есть такое? Я батька. Это я решила, это такое, что просто сильно гакают, так, полить, подали, сходите, там можно полить, да? Там накуривают. Не полить, ласка, после подбар. Ладно, я... Нет, туда идите, я спою еще одну песню, которая мне очень нравится. Она, может, не очень известная, тем не менее. Мама потрогает лоб, вскипятит на плите молоко. Где эта девочка, после которой мне будет легко? Где эта девочка, где это солнышко, где это все, что должно было быть у меня? Дед Мороз, я знал разных женщин, бывал не теряс. Где эта девочка, где? Ведь иначе вся жизнь не всерьез. Где эта девочка, где это солнышко, где это все, что должно было быть у меня? У меня желтые глаза, темные глаза желтого огня. Буду в них глядеть, бронзы, слезы лить. Мне бы улететь, мне бы все забыть. Листья горят, праздник кончится, дети вернутся домой. И я узнаю ее, и она просто ляжет со мной. Где моя девочка, где моя ясная, где моя девочка с острой и длинной косой? У меня желтые глаза, теплые глаза желтого огня. Буду в них глядеть, и слезы лить.
улететь, мне бы все забыть. Зараз ми спробуємо поспівати для вас з Сашей. Я так буду подпевать, поднимите мне руки. Мужчины большие люди, Саша казала минулый раз. Теперь маленькие. Песня про пальто. Можно подыгрывать на розных там маракасах, там неверных там. Купить мне на рынке картонное пальто, фарфоровую шляпу, ботиночки шитьем, цыпленка на цепочке, котеночка в мешке, и все будет мера, и все будут везде. А я скажу спасибо, а я скажу бонжур, и ничего не надо, я замуж выхожу. А что делать? Мой муж хороший дядя, сами до ушей, а Библия читает, ненавистных алкашей, и все бомжи играют, и плачет весь народ, но он не наливает, и выпить не дает. Симует Бадера, а я так не могу, надену свою шляпу, простите уйду, меняю на мальчишка гитару без струны, и сразу все узнают о том, как грустно мне, как заплачу, красивее налью, а самый толстый дядя вкладает мне в дырку, предложит руку сердце, а я отвечу нет, не очень вам подходит, мне больше покажи. Купить мне на рынке картонное пальто, фарфоровую шляпу, ботиночки шитьем, цыпленка на цепочке, котеночка в мешке, и все будет не это, и все будут не те, и все будет не это, и все будут не это. Это была импровизация шарубовая. А теперь попса. А теперь попса, я к нулевым. И дошкольный аппарат. Зима устами где-то на полпути, тогда растают реки, станут деревни. Эти дожди пройдут, снова придет зима. Я не дождусь ее, мне не нужна она. Самолет легко меня уносит через год. Я не вернусь сюда, зато тебя опять об этом бросит. Когда мы расстаемся навсегда.
ночи, какое небо меняет цвет. Заставь меня вернуться под песчаный снег. Голые облака, скоро начнется дождь. Не говори пока, ты меня не найдешь. Самолет легко меня уносит через год. Я не вернусь сюда, но кто тебя опять об этом просит? Когда мы расстаемся навсегда. Легко меня уносит через год. Я не вернусь сюда, а может через 2, а может через 3, а может через 5. Настя, давай еще какой-нибудь способ. Давай, а что еще есть? У нас есть традиция. Мы одну песню спеваем для нашего любимого бармена Андрея Альшевского. Только теперь сегодня встреча. Чем Капелька дождя упала на твои ладони. Еще раз. Капелька дождя упала на твои ладони. Этот день ты когда посуду взял и бродил за мною словно тень. Прячешь ты глаза, словно робостью навек. Снова сделай первый шаг, уже посмелее со мной. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Замовляйте пиво или ласка. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Вечер за окном плывет, я закрыла дверь, и ты со мной. Между нами лед, но еще не верю, что ты мой. Губы и глаза ближе, и стучат сердца. Слышишь, сделай первый шаг, будь посмелее сейчас. Слышишь, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все
теплая круга, жилья, жилья, Знаем, что эта песня была про лепшего бармена Андрея Шевскому. Лепшего бару у самого Висловского устаревша Валентин Стейшн. Можно я спою? Шел, не заходится, почистил ботинки. Другое дело, не по погоне, да и не сходится. Рубашку в клетку, готовое тело, город живет. И в невидимом аморфных пространствах, блокируя радость, пустота, рожденная вашим моим приятная совесть. Минутная слабость, я тебя не помню, и вряд ли узнаю, а ты с большой высоты. Работают только роботы, рабы. И кто ты? Кто ты? Я тебя не помню, и вряд ли узнаю, а ты с большой высоты. Работают только роботы, рабы. Мозги улиц, кулисы квартир, артист на замену. Новорожденная пьеса, как пьяный сатир. Сегодня разного быстрого зрителя. И не такое, что удивительно. Антракт не скоро, артист орет. Хочет забора, на крыше города танцует артикола. Я тебя не помню, и вряд ли узнаю, а ты с большой высоты. Работают только роботы, рабы. И кто из них ты? Кто ты? Я тебя не помню, и вряд ли узнаю, а ты с большой высоты. Работают только роботы, рабы. И кто из них ты? Кто ты? Кто ты? Вот у меня сегодня с ритмом проблема. Саша Василевская, наша... Саша Василевская! Я думала, знову буде така тема, а хтось відбирає гітару у Саші. Ні. Не збирав гітару. Ми зараз хочемо з панком зіграти одну пісню крутую. Це знову буде імпровізація. Знову панк. Ми з панком, я так само... Зараз буде панк і агророк. Агропанк. Агропанк.
Андрей, подойди к нам, гитару любую. Вот. Здесь у вас есть еще... Мы его купили. Тебе купил сегодня театр тут, до речі. Дальше театр тут. Так, мы напоминаем, что у нас... Что? Нагадываем. Лупи тросянку мама прийде. Все добре. Лупи тросянку. Ось, ми нагадуємо, що у нас є ядро. І ще театр тут, вони чекають, туди впаде не тільки златука, а й стука, а ще, може, тисячок, які такі, бонуси. Этот кубок 9 миллионов за канапы. Саша. Я вучил это 15 годов. Дякую. Порнофільми? Глядиш?
А дайте мне кто-нибудь может свой телефон слово изнести. Кто может позычить? О, ой, я такие телефоны не касаюсь. А ты дайте телефон. Начинается щита. Взяли гитару, давайте играть. Что тут за пауза? Все пройдет, лишь майские грезы, чьи-то слезы сломали солнца. Как пожар охуевшего, и примерно, как вопрос, как успешная мечта. Как приборновские коридоры, как доставка мордостовский газ. Федеральная свора, битвочный своем Севастополь, Донецк и Луганск, это точно пройдет. Это пройдет. Моя Россия сидит тебе, но вечер мне. Это пройдет. Они речи вдалеке, никакой поддержки, забытый свет. Но веришь мне, это точно пройдет. Слово классика русского мира, как пожары в сибирских лесах. Срок для честных ребят из Пензы и Питера, как набитый людьми автозак. Из ящика вращая нечисть, пока возле лишь смотрят сюда. Как ОМОН из права, коллежный шишек, как цыганы, твари Петра, это точно пройдет. Это пройдет с пакетом мозга на голове, с электромерками на руке. Моя Россия сидит в тебе, но верь мне, это пройдет. Как волосы черные на куполе, а время лечится вдалеке. Твои надежды забыты все, но верь мне, это точно пройдет. Все пройдет, все проходит, когда-то. Через 7, через миг. В одиночестве снувший многих страшных диктат, а теперь уже дряблый старик. И Россия, и слететь на свой села, и Россия взглянет от сна. Молодецкий сердцем сорванный гордо свою ледяную душу прорвется весна. Это пройдет, это мокрый на голове, с электромерками на руке. Моя Россия сидит в тебе, но верь мне, это пройдет.
года. Я нагадаю, що проект Хатній Сейшн, Бірстейшн, Гетас тепер вільні стали проект. Ми будемо кожен тиждень тут збиратися. Кожен тиждень будемо підтримувати різні чудові білоруські ініціативи. Сюди вийшло для того, щоб нагадати, що сьогодні ми підтримуємо театр тут, і ви ще можете паскитися, підтримати театр тут і сказати одну річ, вельми важную. Антон, Да. ты видишь, час подходит до скончания, так? Мы вырішили так, мы до 10 играем с колонками, стоп, до 10 мы играем с колонкой сябры, так? А после мы еще там коллег-одинки можем поиграть, просто нечто поспевать разом, я еще посидеть тут трошки, так? Тому я попросила бы создавать что-нибудь такое, такое наше. Такое ваше. А если ты Нэнси, ты еще поспеешь еще заспевать. Так мы хотели бы с панком. Давай уже. Почему с другого куплета? Может, одразу с куплета? Блядь, да. Не ругайся матом. Домовились. Отдалили. Извините мной последний раз, и меня мордой в стекло, так и меня души мою страсть. Буду дымить на зло, порохим деликатным бурым пятном. Все, что мне от тебя останется, урна мой будущий дом, и вряд ли мне там понравится. Все нефроманские концами, все мечты, что не сбудутся никогда, меня вряд ли раскурят нами. Шанс, если есть, то один из 100. Тебе нравится никотином моим, тебе пахнет моими словами. Выдыхай скорее мой последний день, закрывай окно, но холодно. Выдыхай скорее, моя душу уже тесно, твои доминанты отъезда. Выдыхай скорее, моя душу уже тесно, твои доминанты отъезда. Но если честно, во всем виноват я сам. Конечно, я даже снова не ведаю. Давай, отдай микрофон. Давай, Наша лестница неба оказалась шатной, стремя как будто что-то, чтобы достаться тысячи банков. Я готов был ранее гораздо царбал. Золото притяни за притяни, ты за танцем. Скоро допоздну я с тобой тебя звал, но ты оставалась внизу. Собирала глаза, просила вернуться назад. А я не связался, твердил тебе про небеса. Думал, что самое бы решается твоих идей. Думал, что нам станет лучше от твоих идей. И когда я дал надежду, когда ты теперь оставался с тобой еще на ступень. Но лестница в небо оказалась шагной, стремя как будто лишь что это знается. Ты не банков, возьму подышку, внесу потом. Пусть двигается и ради Бога перестань веститься. Выдыхай скорее, мою душу наружу тесно, твои корни одного места. Выдыхай скорее, мою душу наружу тесно, твои корни одного места. Ну, если честно, во всем виноват я сам. Это был Хатній Сейшн. Убирстейшн! Что-нибудь белорусское наше, ну. Еще белорусское, что ли? Давай.
найлепших бар. Усього Вісловського узбережжя бар Бірстейшн на хаті Сейшн. Ось ми будемо збиратися тут знову, і ми будемо обов'язково збиратися і до наступних тижнів. Можливо, буде інший день, коли ласка, зажити за нашими афішами в соціальних сетах «Мова нова» з Варшави і Бірстейшн Прага. Ми все викладемо і вас обов'язково позовемо. Кличте своїх сябров, кличте усіх своїх сябров, які нечто вміють співати, грати на різних інструментах. Ми всім будемо раді. Підтримуємо різні добрі ініціативи донатами. Сьогодні підтримуємо театр тут. Хто не поспів, ще можете підтримати. Зараз у нас іде вже така акустична версія нашого. А мы хотели удовольствовать.